Как меньше есть? Видео для тех, кто хочет перестать объедаться и начать правильно питаться. Еда. Еда окружает нас повсюду. Еда везде. Еды так много, как будто все человечество дико боится голода. Могу сказать, что еды предостаточно нам всем, и ее хватит надолго, так что бояться нечего. Зачастую мы тратим достаточно большое количество денег лишь только на еду, поддаваясь рекламе, эмоциям, привычкам. Мы здесь с вами для того, чтобы менять вредные привычки на полезные. Итак, поехали. Прекращайте есть перед телевизором. Вы сами не замечаете, как поглощаете намного больше еды, просматривая очередной фильм, сериал или телешоу. В этот момент ваш мозг намного больше сконцентрирован на том, что происходит на экране, нежели на том, в каком количестве и что попадает к нему в рот. Ешьте медленно, не торопитесь, пережевывайте каждый кусочек. Пользуйтесь ножом и вилкой, ведь насыщение приходит в течение 20 минут. Чем дольше вы едите, тем быстрее вы насыщаетесь. Уменьшайте свои порции. Небольшой трюк, чтобы обмануть ваш мозг. Вроде бы едите так же, как и раньше, просто берете тарелочку поменьше. Со временем вы к этому привыкнете, и это станет для вас нормой. Кушайте часто, каждые 2-3 часа. Теми же самыми небольшими порциями. Конечно же, здоровую и полезную еду. Да, для того, чтобы похудеть, нужно есть. На самом деле, перерывы больше 4-5 часов достаточно вредны для нашего организма. Например, если вы долго не употребляете еду, то ваш организм находится в сберегательном режиме, скажем так. И потом, когда вы начинаете есть, он начинает откладывать про запас, думая, что наступит голод. Если систематически запаздывать с приемами пищи или наоборот есть на переполненный желудок, то ваше пищеварение нарушается и оно расстраивается. Пейте больше воды. Золотое правило, о котором кричат буквально на каждом углу. Особенно если вы часто находитесь в душном помещении. Даже употребляя достаточно большое количество воды, уже можно сбросить лишние килограммы. Прекращайте есть быстрые углеводы. Как я уже говорила в предыдущем видео, это быстрая энергия, она к вам быстро пришла, быстро ушла. Через 20-30 минут вы снова хотите есть. Питайтесь полноценно, кушайте овощи, фрукты, морепродукты, каши, злаки, орехи, молочную продукцию, яйца, мясо и так далее. И помните о здоровых перекусах, клетчатке в виде овощей. Фрукты отлично помогают справиться с голодом. Или стакан нежирного кефира, йогурта. Плохое настроение у нас принято поднимать вкусняшками, которые потом прилипают на ляжки. Или наоборот, что-то хорошее, приятное событие в жизни, свадьба, день рождения, какие-то праздники сопровождаются достаточно огромными застольями. Зачастую это привычки из детства, из семьи. Конечно же, встречи с друзьями, с вашими родственниками, с родными и близкими – это прекрасно, но вы встречаетесь с ними не для того, чтобы набить свой живот до отвала, а для того, чтобы пообщаться, поделиться приятными эмоциями из жизни, увидеться, обменяться информацией, провести приятное время вместе. Ну, конечно же, поесть, но поесть можно вкусно и полезно. Ведь еда не награда. Еда нужна нам для того, чтобы чувствовать себя полным сил и энергии. Помните о вашей мотивации, о том, каким красивым, сильным, стройным и здоровым может быть ваше тело, о той работе, которую вы уже проделали или делаете сейчас, о результате, который вас ждет, а он у вас обязательно будет. Ведите дневник калорий, особенно на первом этапе. Конечно, я понимаю, очень многим лень, но либо лень, либо красивая фигура. Лишние килограммы сами не уйдут. Сейчас существует достаточно большое количество приложений, которые можно скачать на свое устройство, где вы можете посчитать количество белков, жиров и углеводов, необходимых для снижения или поддержания веса. Также большой список сайтов с калорийностью продуктов. Готовьте сами, дома, берите еду с собой. Так вы приготовите менее жирную, менее соленую еду, чем в супермаркете или кафе. Конечно, в кафе тоже можно есть. Сейчас большой список меню безопасных блюд, но это большая и отдельная тема для разговора. Держите на видном месте овощи, фрукты. Просто не покупайте ту еду, которая может навредить вашей фигуре. Зачем?
Вы идете на кухню и видите там прекрасное, зеленое, сочное яблоко, и берете его вместо какой-нибудь печеньки или шоколадки, просто потому что вы это не купили и не положили на видное место. Запретный плод сладок. Да, как я уже и говорила в предыдущем видео, без сладкого жить достаточно сложно и не нужно. Позволяйте себе горький шоколад, если вам хочется. Ешьте фрукты, сухофрукты, орехи, мед и так далее. Меняйте свои привычки постепенно. Больше проводите времени на свежем воздухе. Гуляйте, отдыхайте, насыщайте свой организм кислородом. Спите в хорошо проветренном помещении. Высыпайтесь. Наверное, замечали, чем меньше спишь, тем больше хочется есть. Как будто бы села батарейка и требуется дополнительный заряд энергии. И ты начинаешь искать эту энергию в еде, зачастую не очень полезной. Даже исходя из эксперимента ученых, было установлено, что люди, которые страдают от недостатка сна, больше расположены к ожирению и к сердечно-сосудистым заболеваниям. Если вы следите за своим весом и здоровьем, то нужно спать достаточное количество времени, так как недосып располагает к перееданию. Помните, у вас одна жизнь и одно тело здесь и сейчас, и вам решать, в каком теле эту жизнь прожить. Пишите мне в комментариях, как вы справляетесь с чувством голода или с перееданиями, какие, может быть, еще хитрости знаете. Надеюсь, это видео было для вас полезным. С вами была Вероника Мэй. Подписывайтесь на мой блог «Тело в дело», Be My Body, ставьте мне пальцы вверх, пишите вопросы в комментариях. Пока-пока!